С чего начался конфликт ваш? Считаете ли вы это конфликтом? Вы с ним были знакомы? Нет, мы вообще с этим человеком не знакомы. Для тех, кто пропустил первые 200 серий этого сериала, я хочу сказать, что мы 25 лет назад при участии президента страны, министра здравоохранения и мэра города вошли в такое частно-государственное партнерство. Смысл был в том, что мы будем платить аренду, работать в этом здании, и эти деньги будут идти на пользу государства. Мы на сегодняшний день платим 2,5 миллиона сомов арендной платы, и с мэрией города Бишкек у нас нормальные рабочие отношения. Вот. В этот раз мы продлили на 3 года, значит, до 2024 года у нас есть действующий договор аренды. Ближе к Новому году отдел доходов, значит, к нам обратились, мэрия, что у них там план что-то не совпадает, что-то по финансам. В общем, мы заплатили за полгода вперед. То есть на сегодняшний день у нас оплачено до июня 2022 года. И вдруг в январе мы узнаем, значит, из средств массовой информации, что почему-то министр здравоохранения, здание на балансе мэрии, а министр вдруг говорит, чтобы через сутки они покинули здание. Ну, это, конечно, совершенно вне закона. Мы стали обсуждать это с мэрией. Видимо, там какие-то у них шли переговоры. Мэрия решила договор расторгнуть. Но в договоре аренды очень четко написано, по каким пунктам мы можем расторгать договор в одностороннем порядке или не расторгать. Хочу еще раз подчеркнуть, что договор двусторонний. Мы и мэрия. Минздрава здесь нет вообще в этих отношениях. Никакого отношения нет. И поэтому их притязания нам вообще непонятны. И по закону они тоже незаконны. Поэтому у нас сейчас идут переговоры с мэрией. Значит, идет судебное разбирательство. Конечно, когда суд примет решение, если нас слышат юристы, они это понимают прекрасно. Судебное решение, это окончательное решение, придет к нам судоисполнитель с решением суда, и мы подчинимся и обязательно уйдем. Вот. Но не в один день, а строго по закону, так как положено. А когда сейчас министр здравоохранения засыпает нас песком, запечатывает, значит, нам ворота там, сваркой, а теперь под видом строительства, значит, и ремонта просто блокирует нас строительными лесами, это хулиганство. Мы подали жалобу в Министерство внутренних дел, Октябрьский РУВД. По этому поводу сейчас там открыто дело. Вот, мы работаем над этим. Мы подали жалобу в Генеральную прокуратуру. И вы знаете, что Генеральная прокуратура дала предписание и предостережение министру, что его действия должны быть в рамках закона. Поэтому все должно быть в рамках закона. Ну, вчера очередной раз они нас завалили опять строительными лесами. Мы утром при помощи милиции опять открыли доступ к нашим пациентам. И мы спокойно работаем. Я хочу сказать нашим пациентам, что мы работаем спокойно на прежнем месте. И когда будет решение суда, если суд решит, что мы должны переехать, мы переедем и известим наших пациентов о том, где мы теперь будем работать. Вот последний раз, когда продлевался договор двухсторонний, он же каждый раз как-то продлевается или это только один раз? Нет, договор в некоторых случаях заключается заново, а в некоторых случаях продлевается. Этот вопрос решает не один человек, потому что министр здравоохранения по этому поводу обвинил вице-мэров, не знаю кого из них, но у кого-то из вице-мэров, в том, что это было сделано как-то незаконно, подделана подпись. Но по этому поводу мэрия выступила с опровержением и объяснила ему, что заключается договор при помощи, значит, комиссионного решения, и там подписывает очень много людей, там невозможно это решить по знакомству или еще как-то. Теперь говорят здесь, что цена какая-то там маленькая или большая. Цену устанавливает городской Кенеш вместе с мэрией. Мы не можем эту цену регулировать. В договоре написана цена, которую мы платим. Это 2,5 миллиона сомов. А вот он еще утверждает, что вы через знакомых там в Белом доме как-то пытаетесь оказать давление на него. Как вы можете прокомментировать? А как я могу давить на министра здравоохранения? Ну, у меня 160 тысяч прооперированных больных. Это не я один, а весь наш коллектив. Возможно, они каким-то образом, понимая важность нашей работы, возможно, они что-то там делают, каждый по-своему. Но это нормально, это же наши пациенты, они хотят лечиться. И это не только они, это общество слепых, это детский фонд, который приводит к нам деток, которых мы лечим бесплатно. Общество слепых мы тоже лечим бесплатно. Совет ветеранов войны и труда. Мы очень много помощи оказываем. Поэтому у киргизов говорят, «Момнун нищен тенгери мечтает». Конечно, есть кто-то, наверное, кто заступается, но я официально никуда не обращаюсь. Я обратился в Джигурку Кенеш, чтобы они дали ответ по тому, как этично ли обращаться к герою Кыргызстана,
бранными словами. Я имею в виду Эрнста Хашимовича Акрамова, это наш учитель. Если государство приняло решение, что он герой Кыргызстана, я думаю, что любой госслужащий по этике госслужащего должен обращаться к нему с уважением, а не обзывать его ругательствами различными. Ну вообще, как вы думаете, с чего это все началось? Вот сначала Джумабеков, потом вы попали под реформу, да? И вы считаете ли это реформой? Вы знаете, у медиков, чтобы стать руководителем, нужно проработать минимум 20 лет. Потому что только базовое образование больше 10 лет, потом надо все-таки нарастить какой-то практический опыт. Поэтому вот эта вот бессистемная смена руководителя, она не всегда полезна. Как и везде, есть руководители хорошие, слабые, готовые, не готовые. Ну вот если вы посмотрите на работу министра здравоохранения, то я думаю, что вы видите, что человек просто не готов к этой работе. Он когда-то был хирургом, и, наверное, ему надо дальше там работать где-то, но к работе министра он просто не готов. На него это свалилось вот неожиданно, а он эту работу просто не может вести. Поэтому вот столько скандалов, трудностей. Ведь у нас работает, скажем, министр связи, там, транспорта, да, культуры, образования. Тихо, спокойно проводят совещания, такие же проводят реформы. Вообще, вот я понимаю слово реформы как, знаете, какой-то вред, потому что за 20 лет, там, 25 лет реформ здравоохранение просто убито совсем. И каждый раз новый министр говорит, что я проведу реформу, и все хуже и хуже. Поэтому это вот какая-то, знаете, такая внутриведомственная перестановка. Одно отделение перевели туда, это перевели сюда. Это не реформа, это просто обычная внутриведомственная работа, которую надо вести тихо, спокойно, без шоу, без вот этих вот скандалов, митингов. Надо уметь работать так, чтобы разговаривать с людьми, договариваться, спокойно садиться в кабинете, где-то совещания собирать. Это умение договариваться с людьми. Мы же живем в обществе. А вот это просто прийти и там создать скандал, ну это не самый лучший ход. Вы его раньше знали, знакомы? Никогда. Мы с ним никогда не разговаривали, не общались. Поэтому, когда он говорит, я предупреждал, он у меня там просил 10 дней, это все неправда. Неправда. Мы один раз разговаривали несколько секунд по телефону, но я думаю, что вся страна слышала этот разговор, и мне стыдно за него. Потому что медики – это всегда самая высококультурная часть населения. В любом селе учитель и врач – это самые уважаемые люди. И когда медик нарушает законы своей клятвы Гиппократа и оскорбляет своего учителя Акрамова, когда медик позволяет себе вот так вот разговаривать хамским образом с медиками, это просто, знаете, мы пачкаем таким образом наши халаты. Сегодня общество видит вот эти все склоки и снижается уважение вообще к медработникам. Это ужасно. Я думаю, что мы скоро перелистнем эту страницу и забудем этого человека навсегда. Вы его боитесь, и как вы отнеслись к его угрозам? То, что он посадит вас в тюрьму, вот он вчера сказал, да, лишит вас лицензии, ну, то есть какой-то страх есть? Ну, я его не боюсь. А что, он бандит, что ли, какой-то? Почему я должен его бояться? Все то, что он говорит, но он каждый раз нам говорит, что через 3 часа будут проблемы, и завтра посажу, но с тех пор прошло много времени. Эти угрозы такие, мне кажется, от страха у него происходят. Законы для всех одинаковые, и все перед законом равны. Потому что в нашей Конституции, в 1 статье написано, у нас правовое государство. Поскольку Конституцию приняли, давайте жить по Конституции. Как вы думаете, кто следующий объект его реформ? Ну, пока я вижу, что он старается всех самых знаменитых врачей убрать, не знаю, для чего зачищается это поле. Но мы никуда не денемся, мы пережили много министров. У нас нет другой родины, у нас нет другой работы. Мы будем у себя на родине лечить людей. Вот я слышал, что он говорит, пусть уезжают, там, я тут привезу врачей там, из Турции, из Индии, там, из Китая, откуда-то. Почему кыргызстанские врачи должны уезжать куда-то со своей родины? Почему? Мы здесь выросли, родились, и здесь будем работать. И никуда мы не денемся. Понимаете? Ну, как бы я, например, не вижу никаких других вариантов. Поэтому, где бы мы ни работали по Кыргызстану, здесь или там в соседнем здании или на другой улице, мы все равно будем продолжать лечить наших пациентов. И мы в этом здании держимся. Почему? Потому что это удобно нашим пациентам. Им легче сюда добираться. Здесь, вот многие говорят, да, уже бы где-то построил себе там здание, все. Дело в том, что в медицинских учреждениях не бывает перебоев с электричеством. У нас стоят мощные лазеры, которые позволяют нам бесперебойно во время операции, они не отключаются. Здесь подходит электричество с нескольких сторон. Потом, если вы хотите знать, то не каждое здание можно использовать под медицинский центр.
потому что это очень строгие требования санитарно-эпидемиологической службы, потому что больница, она имеет свои особенности. Поэтому нельзя в любом месте взять и открыть больницу. Это нужно место подготовить или построить здание и так далее. У нас есть договор, и мы надеялись, что мы спокойно доработаем до 2024 года. И мы надеемся, что мы в суде отстоим свое право завершить этот договор, потому что мы его не нарушали. А договор заключен с мэрией города Бишкек. Вот министр сообщил всем, что оборудование передано корейским правительством, как бы государству, но вы его присвоили. Оборудование, во-первых, было совсем другое. Во-вторых, это было в 1997 году. Если вы помните свой сотовый телефон 1997 года, это было даже не Nokia, это были аппараты фирмы Catel с 2-метровыми антеннами. Понимаете, та аппаратура уже давным-давно испортилась, сгнила и валяется на складах. Мы покупаем каждый месяц новую аппаратуру. Пусть он попробует ее забрать. На каком основании? Пусть он обратится в счетную палату. Он же министр. Если он грамотный, пусть обратится в счетную палату и спросит, сколько ТИИНов мы взяли из бюджета. Есть организации, которые за этим следят. Есть Государственное управление по борьбе с экономическими преступлениями. У нас была финполиция. Есть масса организаций, которые следят за бюджетными средствами. Если у вас есть интернет, просто войдите на сайт Министерства финансов. Там нет такого кредита. Понимаете, это все неправда. Поэтому не слушайте. Вы же видите, что идет целый поток информации, которая попытка очернить просто. Вот. А то, что они там пытаются, он говорит, я заберу аппаратуру, ну пусть попробует забрать. Как он заберет частную собственность? У нас что, теперь уже и частной собственности нет, что ли? С вашей стороны пойти к нему на переговоры, какие-то были попытки? Ну, вот смотрите, мы разговаривали по телефону один раз. Как сложился этот разговор, вы знаете. Но после этого можно с этим человеком вести переговоры? Только письменно. Только письменно. Но пока мы не получили от Минздрава, я еще раз это хочу сказать, ни одного письма. Когда я в прошлый раз на конференции это сказал, они написали опровержение и показали письмо горбольницы номер 2, адресованное нам. Ну что, они вообще не понимают, что ли, что они публикуют? От министерства к нам, от министерства самого, ни одного письма мы до сих пор за все это время не получили. Машину песка получили, заваренные ворота получили, строительные леса получили, а до письма у них, видимо, руки не доходят. Я по закону работаю. Пусть напишут нам письмо, мы на это письмо ответим, письмо останется у вас, письмо увидит прокуратура, письмо увидят правоохранительные органы, письмо пойдет в суд, если необходимо. Если он напишет в этом письме бранные слова, мы сразу обратимся в правоохранительные органы. И письмо это увидят журналисты. Давайте работать в законном порядке. А так вот, как он говорит, но я не могу опускаться до такого уровня взаимных оскорблений. Я все-таки человек воспитанный, у меня был очень строгий отец, и он всегда мне говорил, что надо быть мужчиной. А вот те оскорбления, которые на вас посыпались, вы с этим будете что-то делать? Но пока сейчас у нас просто нет времени. У меня очень много работы, операций, пока мы сейчас об этом не думали. Ну вообще, конечно, все те действия, которые он делает, этому всему будет дана юридическая оценка в свое время. И уже сейчас тоже уже идет это. Вы не хотите лицом к лицу с ним встречаться? Ну нет, понимаете, вот он говорит, что не может меня найти. Я каждый день в клинике, я оперирую. Но если он хочет поговорить, пусть придет. Почему нет? Если есть что сказать. Но лучше, чтобы он написал, потому что, когда человек так по-хамски общается с людьми, у меня, честно говоря, желания общаться нет. Ну, такой уровень культуры для меня не очень приемлем. Знаете, у меня нет ни казино, ни автозаправок. У меня есть клиника, где я лечу людей. Что у меня можно отнять? Знания? Отнять нельзя. Скальпель отнять тоже нельзя. Ну, мы будем лечить людей, это наша работа.